Ассаламу алейкум, мягкой. Добрый день, соотечественники. Поступает множество вопросов и пожеланий касательно музыкальной заставки сайта Совета тейпа ингусского народа. Всех интересует, о чем поется песня. Так, пользователь Моника Гаджиева, думаю, из Дагестана, пишет: «Как мне нравится вступительная песня. Слушаю ее, вспоминая своих родителей и плачу». Наверное, ее родители были достойными людьми и заботились о своей дочери, если она их так любит. Пусть Бог простит их погрешения, пусть Всевышний будет к ним милосерден, и пусть они пребудут в раю. Пользователь под ником ГСШЛ РЛА, как я понял, с Дальнего Востока, пишет: «Очень красиво поют, 4 восклицательных знака. Не понимая о чем, но за душу берет». Он уловил суть песни. Это гимн безумству храбрых сердец, носители которых живут в каждом народе, и он точно один из них. Татьяна Степанченко комментирует: «Песня мне очень нравится. Похожа на песни донских казаков». Но был единственный комментарий с просьбой убрать эту цыганскую мелодию. Цыгане – достойный народ, у них свой менталитет, своя жизнь. Мы, отличие от них, не кочуем. Для нас земля, на которой жили наши предки, священна. Она пропитана кровью многих поколений ингушей. Теперь о фрагменте. Песни о защитниках своей родины. Мейредок, храброе сердце. Исполняют ее солисты студии «Лом», Руслан Наурбиев и Ибрагим Беков. К большому сожалению, Руслана Наурбиева с нами нет. Далгеш долт, далгах этом боб, я смолесовод лолцем. Песни о драматических событиях, происходивших в 1919 году на Северном Кавказе. Деникин в своих мемуарах «Очерки русской смуте» в томе 4 писал: страница 159, провожу выборочно фрагментами. К середине января 1919 года Северо-Кавказского Советского фронта уже не существовало. Остатки разбитой 11-й армии до 20 тысяч человек группировались в районе Прохладной, частью к Владикавказу, преимущественно же к Моздоку. Таким образом, Кавказская добровольческая армия имела перед собой еще до 50 тысяч, хотя и разрозненных, лишенных управления и деморализованных советских войск под командованием чрезвычайного комиссара Юга России Серго Орджоникидзе. 14 января командующий армией двинул для преследования противника 2 корпуса. Первый – генерал Ляхов, 3-й армейский корпус, на Владикавказ и Грозный. Второй – генерал Покровский, 1-й конный корпус, на Моздок, Гудермес, Кизляр к Каспийскому морю. Генерал Покровский за 14 дней совершил беспримерный марш, 350 верст с боями, достигнув Брянской пристани, войдя у Хасавюрта, связь с генералом Колесниковым, стоящим в Петровске. А генерал Ляхов двинул войска генерала Шкуро и Геймана обоими берегами Терека к Владикавказу, а дивизию генерала Келич-Гиреев в долину Сунжи на Грозный. Пройдя Ахлова, дивизия Келич-Гирея встретила неожиданное сопротивление со стороны ингушей, которые, выставив хорошо вооруженный 2000-й конный отряд, прикрыли отступление большевиков и отказались пропускать наши войска до решения Ингусского национального совета, заседавшего в Назране. Генерал Келич-Гирей вступил в бой с ингушами, но потерпел неудачу и, не рассчитывая на свои силы, свернул кружным путем на станицу Слепцовская и взял ее с боем. Генерал Ляхов направил крупные части из своего резерва для ликвидации сопротивления непокорных аулов и одновременно предъявил ингусскому народу ультимативные требования сдать оружие, очистить Владикавказ и окрестное селение. 19 января отряды Шкуро и Геймана подошли к станции Беслан и в 2-дневном бою опрокинули большевиков. В Владикавказе большевики совместно с ингушами оборонялись с большим ожесточением. Части генерала Геймана, наступающие с севера, находились под ударами с фланга
из тыла со стороны ингушских аулов с населением поголовно вооруженными, поднявшихся в защиту большевиков. Потребовало 6 дней упорной борьбы, ряд последовательных ударов по ингушским аулам, в которых большевики совместно с ингушами отчаянно защищали каждую саклю. И только 28 января, после 10-часового боя, наши войска овладели Владикавказом. Северо-Кавказская операция закончилась. В эти дни чрезвычайный комиссар Юга России Орджоникидзе отправил телеграмму Ленину. Бои вокруг Владикавказа и Ингушетии продолжаются 7-й день. Все ингуши, как один, встали на защиту советской власти. Красная армия, Курская и Малаканская слободка героически отражает натиск контрреволюционных банд. На 5-м съезде народов Терека он говорил: «Я помню момент, когда мы висели на волоске. Это был момент неуверенности, когда за нами не шли, а на нас робко оглядывались. В этот момент одиночества советской власти маленький ингушский народ весь стал на защиту советской власти. Там же Орджоникидзе говорил: и я никогда не скрывал, что советская власть была утверждена волей трудового ингушского народа». День провозглашения Терской республики ингушской делегации Иосиф Сталин говорил: «Вы сдержали 100-тысячную армию Деникина. Ваши аулы стерты с лица земли, но враг не прошел. Советская власть вам этого не забудет». В первый же день из упорных 6-дневных боев удар добровольческой армии приняли на себя жители села Далако. На помощь к ним тот же пришли вооруженные добровольцы со всей Ингушетии. Атаки шли одна за другой, дрались ожесточенно. Стала ощущаться острая нехватка патронов. Случались отчаянные кинжальные атаки обороняющихся. Все время велся обстрел позиций защитников села полевой артиллерии. На стороне Белой армии был огромный численный перевес живой силы и техники. Многие пали смертью героев. В боевых действиях принял участие первая девушка села Козья Долгиева. Она метко стреляла, презирая смерть, под шквальным огнем противника подносила патрон на передние рубежи обороняющихся, у которых уже не было чем стрелять. Скоро сопротивление обороняющихся было сломлено, село было захвачено и сожжено. В дальнейшем в ходе боев было разрушено и сожжено еще 12 селений. Особенно пострадало село Сургахи. Ингушетия потеряла в этих боях до четверти своего населения. И именно об этих исторических событиях песня «Мейродок» студии «Лом». حقيرة مقيرة ضميرة ودوق حدوخة مدوخة ذكورة ودوق حقيرة مقيرة ضميرة ودوق حدوخة مدوخة ذكورة ودوق تبيرق بي الله فيدوح المدغر تكيشا يسكرل فيكوت مدغر غزدالي دي ظليلة ضميرة ودوق غزدالي دي قليلة وكورة ودوق غزدالي دي ظليلة ضميرة ودوق غزدالي دي قليلة وكورة ودوق
Хотелось бы остановиться подробнее на событиях, захваченных деникинцами села Сурхахи. Там долгих 9 дней и ночей в одиночку противостоял захватчикам Нальгиев Мандаре. Он был неуловим и смертельно опасен для белогвардейцев, множество которых он уничтожил. Об этом в своей книге «9 дней из жизни героя» рассказывает Багаудин Зязиков. Нет сомнений, что у Мандара было отважное сердце, и он любил свою родину. Минул целый век. Снова Ингушетия в центре исторических событий. Как и тогда, земли народа стараются прибрать к рукам соседей с востока и с запада при активной помощи руководства республики и парламента. Как и тогда решается, быть или не быть государственностью ингушей. Сохранится ли сама ингушская нация? Несмотря на то, что мы начали бороться за свои конституционные права мирным протестным движением, так получилось, что лидеры оппозиции арестованы. Но главное в том, что мы не допустили столкновений, как в 1992 году, когда уже под предлогом борьбы с экстремистами и бандитами, я думаю, была вероятность, что можно было раздать земли и ликвидировать саму республику. Главная заслуга в этом совместных действий протестного движения Советов типа ингушского народа, Ингушского комитета национального единства. Они сумели предостеречь и остановить молодежь. Честь и хвала нашей молодежи. Она не ведется на провокации и слушает старших. Вернемся к нашему герою Нальгиеву Мандаре и последим, кого нам подарило еще село Сурхахи. По времени, если считать от Мандаре, сын рода Нальгиевых, старейшина Мухаджи Нальгиев, выступает на санкционированном митинге 19 октября 2018 года. По времени от Мандаре правнук рода Нальгиевых Исмаил Нальгиев, член Координационного совета молодежи Ингушетии, выступает на траурном митинге 23 февраля 2019 года. شو بقول لي بعد وش تقديس بده مهتمش والله مهتمش خذوها منهم كبير الله У Кози Долгиева сегодня эстафету приняла Анжела Матива. Обращение к научной и творческой интеллигенции Ингушетии. Сегодня мы говорим от имени Ингушского комитета национального единства. Такие же комитеты не обязательно, чтобы они где-то официально были зарегистрированы. Не обязательно, чтобы они объявили о себе. Но такие комитеты сегодня существуют везде, где проживают ингуши. Во всех российских городах. Потому что они все сегодня встали на защиту своего народа. Вы видите, сколько было обращений от имени общин различных городов. Вы видите, какие были обращения от имени диаспор, которые проживают за пределами. У всех болит, все переживают. И сегодня тот, кто позволяет себе называть нас оппозицией, мы должны вас разочаровать. Мы не оппозиция. Народ не может быть оппозицией. Сегодня оппозиция является региональная власть, которая позволила себе выступить против собственного народа. Они сегодня кучка. Вот это есть та самая оппозиция в своем самом худшем проявлении, со всеми своими действиями, противозаконными действиями, направленные против ингушского народа. Я хочу обратиться сегодня к научной творческой интеллигенции, по пальцам пересчитать сегодня тех, кто обращается в защиту своего народа. Кому вы нужны? Ваши научные степени, ваши докторские, ваши кандидатские, кому они нужны? Вы писали их на истории вашего народа. Вы писали, если нет народа, о чем вы будете писать? Если нет республики, что вы будете говорить? Я не могу этого понять. Мы не говорим какие-то призывы делать, ну скажите хотя бы свое слово. Это, конечно, очень обидно. Но ничего не стоит на месте. Уходят, одни уходят, другие приходят. Молодежь у нас замечательная, у нас прекрасная молодежь, у нас мужественные ребята. Мы очень сильно за них, за всех переживаем. У нас нет ни грамма сомнения,
ни грамма, что завтра все это закончится, Ингушетия станет процветающей республикой, и мы можем гордиться своим народом. Дай Аллах, чтобы это как можно быстрее закончилось, чтобы как можно быстрее наши ребята вернулись домой. И дай Аллах процветания нашей республике и счастья мира нашему народу. Фамильная сестра Мандаре, Хади Нальгиева, бабушка Малсыга Ужахова, а его дед, сподвижник Серго Орджоникидзе, прятал его товарищей в селе и после через Асиновское ущелье переправил их в Горную Ингушетию, а часть потом в Грузию. Активный участник гражданской войны. Это и есть связь поколений, передача силы духа и преданности своему народу. Они говорят, дружба, дружба, мы должны быть едины. Как мы можем быть едины, когда одни из нас говорят, пригородный район был, есть и будет ингушским. А другие говорят, пригородный район это исконная осетинская земля. Какая между нами может быть дружба? Какая? Вот эти люди, которые открыто заявляют об этом, и их прихвостны сегодня обратно показали свое истинное лицо. Разделяет терек, правый и левый берег, и уходит терек в небеса. Терек то смеется, терек то чернее, терек очень быстрая река. Распрягайся, верный мой конь, твой хозяин приехал домой. Будешь вольный в ущельях скакать и в ручьях звезды топтать. Среди гор высоких, среди башен строгих я в далекой юности бродил. И на правый берег через бурный терек от погони ночью уходи. Распрягайся, верный мой конь, твой хозяин приехал домой. Будешь вольный в ущельях скакать и в ручьях звезды топтать. Память не стареет, память душу греет, память — это вечная вражда. И теперь на терек, там, где правды берег, я пришел остаться навсегда. Распрягайся, верный мой конь, твой хозяин приехал домой. Будешь вольный в ущельях скакать и в ручьях звезды топтать. Распрягайся, верный мой конь, твой хозяин приехал домой. Будешь вольный в ущельях скакать и в ручьях звезды топтать.